Здравствуйте. Интервью на БСТ. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка на выборах президента Российской Федерации установила исторический рекорд. Об этом прямо сейчас говорим с профессором, доктором, заместителем руководителя Уфимского федерального исследовательского центра РАН Сергеем Емелиным. Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. 3 дня выборов закончились. Я надеюсь, что вы успели отдохнуть. Исторический рекорд. Как его можете прокомментировать вы? Выборы президента Российской Федерации – это важнейшее общественно-политическое событие. Граждане голосуют за будущее страны и за свое будущее. И это не просто громкие слова. Выборы президента определяют вектор развития нашей страны на ближайшие 6 лет. Это очень важно со всех точек зрения. А большая явка связана во многом с тем, что в этом году впервые, если не считая ковидного периода, избирателям была дана возможность реализовать свое избирательное право в течение 3 дней. На мой взгляд, это без сомнения уважение к избирателю, конечно. Власть заинтересована в том, чтобы получить объективную оценку и чтобы граждане сделали объективный выбор. И создание условий для того, чтобы каждый смог реализовать свое право, это, я считаю, важнейшее достижение. Ну, вы думаете, если бы один день был нам дан, то явка была бы меньше? Но об этом можно дискутировать. Возможно, конечно, меньше бы было, но вместе с тем вот нынешняя геополитическая ситуация и позиция России, которая занимает и пытается показать свою самостоятельную роль, безусловно, сказались на явке, и она в любом случае была бы выше среднего, что и комментировали все эксперты. Но 3 дня, еще раз повторю, дали возможность людям учесть и свои интересы и дела, и участвовать в этом важнейшем общественно-политическом событии. Ну, в рамках работы общественного пресс-центра журналисты с экспертами тоже рассуждали на эту тему. То есть, допустим, в пятницу пришли те, кто не работает, в субботу, воскресенье, выходные пришли как раз работающие граждане. Что касается молодежи, очень важный момент, говорят, ее в этом году тоже было очень много. Совершенно верно. И это очень хороший признак. Признак развития сознательности нашего общества и те аспекты, которые необходимы для дальнейшего развития любого государства. А России, может быть, на этом историческом этапе это особенно необходимо. То есть мы видим, что общество консолидируется, что оно приобретает ту гражданскую позицию единства, которая необходима. Конечно, сложно говорить о том, что было бы в иных политических условиях, но нынешняя реальность такова, что необходимое единство, оно проявляется во многих сферах, и в частности выборы показали, что государство и общество, и гражданская позиция людей значительно возросла, и это единство, оно без сомнения послужит делу дальнейшего продвижения России в мире. Ну и Владимир Владимирович прокомментировал выборы такими словами: каждый выбрал себя, каждый выбрал страну. То есть я думаю, под этой эгидой как раз и проходили эти выборы. Каждый голосовал за свое будущее. Безусловно. Вокруг нынешних выборов очень много было до этого споров. Во многом это связано с попыткой влияния на результаты выборов извне. И эти все попытки, будем так говорить, враждебных западных сил, они сыграли противоположную роль. То есть общество сплотилось и консолидировалось. И нужно подчеркнуть, что ведь активность-то проявилась не только у нас в стране, но и граждане России, которые проживают очень по разным причинам было за рубежом, продемонстрировали такую же активность. Это один из важных тоже аспектов нынешних выборов. Как вы думаете, почему? То есть, находясь за пределами своей страны, своей родины, люди решили
Понятное дело, отдать свой голос, повлиять на выбор, поделиться своим решением, но все-таки их было действительно много, и такое ощущение, как вот это вот прям такой демонстративный шаг для всей страны. Мы, россияне, мы вместе. Но, как говорится, жители России, находясь за рубежом, они остаются русскими. Русскими в широком понимании, независимо от национальностей. И говоря о единстве, нужно подчеркнуть такой аспект. Вот наш Институт этнологических исследований имени Раиля Гумеровича Кузеева на протяжении многих лет проводит социоопросы, изучает этнополитическую, этносоциологическую ситуацию. И вот результаты многолетних вот этих мониторингов и исследований показывают, что в нашем регионе и во всем Урало-Поволжье очень высокая гражданская идентичность. То есть граждане, независимо от своей национальности, вероисповедания, ощущают себя представителем огромного государства России. И вот этого, ну это даже не этнос, а политическая такая вот принадлежность наднациональная. Хотя при этом мы все знаем, что и национальности у нас очень хорошо развиваются в республике, так же, как и во многих регионах страны. Но наша республика особенная, мы всегда подчеркиваем, что здесь представлены практически все нации и народности, огромное количество. И вместе с тем вот они уживаются, не просто уживаются в мире и дружбе, но и демонстрируют вот это единство. Об этом основатель нашего института, академик Кузеев, писал еще много лет назад, когда понятие евразийства еще не вошло в такой широкий обиход, как сейчас. Но вот эти вот мысли, что мы наследники многих цивилизаций, не нужно сужать вот искусственно свое происхождение, а мы наследники действительно и выдающихся, и кочевых цивилизаций, и многих других, которые существовали в разные века и периоды исторически на этой огромной территории. И вот сейчас это евразийство проявляется в таком виде, что народ сплотился, давно уже это назревал, как говорится, но у нас народ всегда был достаточно един. Вот. А нынешняя ситуация, она как бы вот способствует. И вот мы говорили о том, что молодежь более активна. У нас вообще молодежь активная. Это, я считаю, заблуждение, когда говорят, что молодежь, они какие-то не такие, там, развиваются, может быть, не так, как хотелось бы старшим поколениям. Абсолютно не так. Очень развитые, креативные, творчески мыслящие, причем в разных сферах. И в гуманитарных, и в естественных науках. Вот наш Уфимский федеральный исследовательский центр является ярким подтверждением. У нас 15 институтов и масса молодежи в лице аспирантов, молодых ученых, которые не просто вот занимаются научной деятельностью, но занимаются эффективно, с большим желанием и имеют огромные перспективы. Ну, вообще инициативность сегодня очень важный момент, когда человек проявляет свой интерес к тому, что происходит с ним, с его близкими. Вообще, мне кажется, аналитики сегодня будут уже рассуждать о том, почему такая высокая явка, что могло этому способствовать. Потому что были же моменты, когда на выборы люди не ходили, считая, что от них все равно мало что зависит. На самом деле сегодня все уже поняли, что каждый должен брать ответственность на себя и не просто опустить бюллетень в урну, опустив его, он принимает ответственность на себя, что дальше я вместе с командой своей страны также созидаю, также работаю. Вот я считаю, это самый важный итог этих выборов, что каждый, будем говорить от мала до велика, осознает свою гражданскую ответственность и подходит неформально к этому событию. И даже вот посмотрите, ведь опросы показывают, что люди более серьезно начали относиться к этим событиям. Не просто как, что кто-то решает за вас и так далее. То есть осознанно подходит, во-первых. Ну и, вот еще раз говорю, проявляют свою гражданскую ответственность и гражданскую позицию. Ну, Сергей Михайлович, я понимаю, что об окончательных результатах выборов говорить пока сложно, но все-таки вот ваши комментарии, коротко, если можно, то есть как ваши впечатления, оправдались ли ваши ожидания? Ну, для нас ожидания оправдались, безусловно, поскольку вот та внешняя и внутренняя политика, социальная политика государства
И в целом вот отношение к нашему национальному лидеру показали эти итоги. Я не хочу сказать критику в адрес других кандидатов, но действующий президент, он в течение целого ряда лет демонстрирует именно вот те качества, которые необходимы главе такого государства. И поэтому выбор он очевиден, но важно другое, что поддержка это на всех уровнях, во всех слоях населения, независимо от возраста, социальной принадлежности, иной и так далее. То есть вот это как раз, возвращаясь к началу нашего разговора, демонстрирует те качества, которые необходимы для дальнейшего развития государства и движения вперед. Ну и это ваше, я не знаю, да, пожелание, рекомендация, то есть выборы закончены, результаты известны, их только осталось, наверное, подтвердить нашему ЦИК, чтобы официальные цифры уже были. Ваши пожелания жителям Башкортостана, жителям нашей страны? Но жителям страны, наверное, это слишком будет, как бы вот в таком формате. Хотя, конечно, дальнейшее развитие страны, оно затрагивает всех и каждого. Мы все заинтересованы в том, чтобы жить в стране благополучной, развиваться и самим, и чтобы развивались те организации, где мы работаем, для того, чтобы последующие поколения жили лучше нас. Вот поэтому хотелось бы пожелать прежде всего добросовестно трудиться на своих участках работы, ценить вот то огромное историческое и культурное наследие страны, о котором некоторые не уделяют достаточного внимания, а мы вот в своей повседневной работе занимаемся, поскольку культурно-просветительской работой, помимо научной, фундаментальной науки. Поэтому мы видим, что многие граждане, к сожалению, слабо или вообще не знают истории нашей страны, истории региона. Вот это очень важно. А в этом ведь кроется и истоки, и смысл всего остального, как бы базис, основа для развития. И хотелось бы пожелать всем благополучия, конечно, развития и всего самого доброго. Спасибо огромное. Дорогие друзья, Сергей Емелин, профессор, доктор, заместитель руководителя Уфимского федерального исследовательского центра РАН, был в гостях программы «Интервью» на телеканале БСТ. Но остается поблагодарить еще раз. Ждем в нашей студии вновь. Оставайтесь на БСТ.